Бисмилля, салату вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, тот получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах, чтобы мы увидели эту награду на наших весах, и дай Аллах, чтобы те знания, которые мы стремимся получить, они нам принесли пользу как в этом мире, и также свидетельствовали за нас в судный день. Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы продолжаем цикл лекций тафсира 30-го джуза, и сегодня продолжим разговор о суре А'ля. И мы остановились с вами на аяте, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Саядзаккару ман яхша ва ятаджаннабуха аль-ашқа». То есть Аллах Субханаху ва Тааля говорит: наставляй же людей, если напоминание принесет пользу. Здесь что Аллах Субханаху ва Тааля подразумевает? Здесь приводится от Али ибн Абу Талиба то, о чем вы разговариваете с людьми, и что в несостоянии постичь их умы. Иногда бывает такое, то, что мы хотим, осознав истину, познав, сразу донести это до других людей. Сразу хотим рубить с плеча. Кто-то может сказать то, что вы делаете, это харам. То, что вы говорите, это нельзя. То есть человек этим жил всю жизнь. И то, что некоторые люди сразу говорят, это неправильно. Почему? Если посмотреть на жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда вокруг Каабы и внутри Каабы было сколько идолов? 360. И самым большим грехом считается ширк. То есть и люди поклонялись этим идолам, этим истуканам. Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда уничтожил их? Когда разбил? В каком году? Через сколько лет после пророчества? Давайте посчитаем вместе. Это было в 8 году после хиджры. Если пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал 13 лет в Мекке, еще плюс 8, получается сколько? 21 год. Он призывал, наставлял, объяснял. А мы хотим в течение дня, недели, месяца, все, ты должен. И намаз читать, и поклоняться, и от всего харамного отказаться. Нет. Вот здесь мы каждому человеку должны подходить грамотно, понимая, что он поймет, что он примет, а от чего он отвернется. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля, Он объясняет, обучает нас, как мы должны призывать людей. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллази ясла ан-нара аль-кубра, thumma ла ямуту фиха ва ла яхья». То есть воспримет его тот, кто страшится, отвернется от него самый несчастный, который войдет в огонь величайший. То есть когда мы призываем людей, которые делятся на тех, кто извлекает пользу, то есть кто понимает наставление, и те, кто отворачиваются. То есть по своей милости Аллах Субханаху ва Тааля кому-то открывает сердце, наставляет на истинный путь. И альхамдулилля, Аллах дал нам это. И мы, альхамдулилля, мусульмане, которые поклоняемся,
единственному Аллаху. И за это мы должны Его благодарить, ценить это. А есть люди, которые отворачиваются. То есть Аллах Субханаху ва Тааля не раскрыл им грудь для истины. То есть Аллах Субханаху ва Тааля каждому человеку дал разум. Но истина, принятие не разумом, а чем? Сердцем. Как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорил, будут люди, которые будут читать Коран, их языки будут шевелиться, но Коран, слова Аллаха не будут проходить дальше горла. То есть они не будут проникать в сердца. И давайте оценим нас. Пусть каждый из нас посмотрит на себя, когда он читает Коран, и вообще читает ли он, насколько слова Аллаха проникают в наши сердца. Что мы чувствуем? Над этим мы должны задуматься. И это является нашим мерилом. Потому что раньше очень мало кто умел читать, но многие понимали смысл. А сегодня можно сказать, альхамдулилля, многие умеют читать. Но насколько мы понимаем смысл? Вот в чем разница. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит, не умрет он там и не будет жить. То есть это имеется в виду про грешников, про неверных, которых Аллах Субханаху ва Тааля ведет в адское наказание. И он там будет пребывать вечно. И вот эти мучения, они никогда не остановятся. И он постоянно будет их чувствовать. И даже приводится то, что Аллах Субханаху ва Тааля в суре Аз-Зухра в 77 аяте говорит, то есть люди неверные воззовут: «Ванадау я малику лиякда алейна раббук, кала иннакум макithун». То есть они обратятся к Малику. Малик — это ангел, хранитель ада. Эти люди скажут: пусть твой Господь покончит с нами. Все, достаточно. Но тогда он что скажет? Вы останетесь здесь навечно. То есть даже если мы задумаемся над этим аятом, то, что человек вечно будет мучиться. Вспомните какую-нибудь свою проблему, беду, может быть, болезнь. То есть человек быстрее хочет этим покончить, быстрее хочет исправить эту ситуацию, ищет пути, лекарства, возможности. В этом мире есть выход. Инна ма'аль усри юсра, ва инна ма'аль усри юсра. После тяжести приходит облегчение. И не одно, а много. Но там этого не будет. Из-за этого мы должны проявлять усердие в поклонении, быть довольными то, что Аллах Субханаху ва Тааля нам предписал. Да, может быть, есть трудности, тяжести, беды, болезни, но самое главное, у тебя есть иман, у тебя есть вера. И вот даже за это мы должны быть благодарны Аллаху.
Потому что именно вера, именно иман – это ключ от свободы. Это ключ от дверей рая. Это ключ от выхода из вечных мучений. Из-за этого мы должны стараться этот иман сохранить. С одной стороны, легко. Поклоняешься, читаешь намаз, постишься, и все. Но есть наш злейший враг, который обещал, который взял отсрочку до судного дня. И он хочет, чтобы мы, каждый из нас, был с ним. И чтобы против него бороться, сопротивляться, защищаться, что мы сделали? Как мы готовимся? Потому что у него очень большой опыт. Он очень серьезный враг. Если мы не будем над этим работать, заниматься, изучать и, конечно же, обращаться к Аллаху, то будет очень тяжело. Из-за этого мы должны просить у Аллаха, чтобы Аллах уберег нас. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, научил: «Я мукаллибаль кулюб», делать дуа: «О переворачивающие сердца, «Тhabбит кальби аля диник», укрепи мое сердце на твоей религии». Мы должны просить, потому что если Аллах субханаху ва тааля не проявит по отношению к нам свою милость, то мы собьемся, слетим с этого пути. И таких примеров куча, очень много. Когда-то наш брат читал с нами намаз, постился, читал Коран, может быть, даже в хадж съездил, но потом его нету. Где он? Все, пропал. Почему? Потому что не благодарил, потому что не готовился, потому что себя не защищал, не изучал свою религию. Дальше Аллах субханаху ва тааля говорит: «Кад афляха ман тазакка», преуспел тот, кто очистился. Вот здесь Аллах субханаху ва тааля показывает нам, как мы должны бороться. То есть Аллах субханаху ва тааля говорит: «Вазакира асма раббихи фасалля», поминал имя своего Господа и совершал намаз, молитву. Молитва является столпом веры, стержень. Бывает такое, то, что мусульмане относятся к этому поклонению очень легко. Но мы должны понять, это стержень, на котором держится ислам. То есть, если вот этот стержень мы не будем укреплять, то он сначала может дать трещину, а потом и сломаться. Из-за этого мы себя, своих близких должны постоянно призывать. А наш злейший враг, он никогда не спит. Он сначала нас, может быть, отдалит от мечети. Да ладно, зачем? Ты же и дома можешь совершать намаз. Вот у тебя много работы, много хлопот, забот. Читай дома намаз, на работе, у себя в магазине. Дальше он говорит: зачем тебе сунну читать? Фарж на тебе лежит, ты должен, а остальное ладно, потом прочитаешь. То есть, видите, его шаги
постепенно, не сразу. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля что говорит? Во-первых, чтобы человек поминал имя Аллаха. То есть, как мы можем познать Аллаха? Как мы Его можем полюбить? Только через Его имена и атрибуты, через Его создание, какой Он могущественный. И, конечно же, через молитву. Когда мы читаем намаз, когда мы молимся, обращаемся к Аллаху, где наше сердце? О чем мы думаем? Это тоже является мерилом. Почему? Потому что многие жалуются. Почему же я не могу сосредоточиться во время намаза? Почему мне в голову лезут какие-то мысли? А все очень просто. Во-первых, когда мы встаем на молитву, как мы к ней встаем? Последнюю секунду перед каматом кто-то телефон убирает, договорил, кто-то смс-ку дописал, кто-то еще что-то. Неужели это подготовка к намазу? Нет. Наши салифы как готовились? Когда они брали омовение, у них уже изменялся цвет лица. А мы? Какой там во время тахарата? Даже перед тем, как сказать Аллаху Акбар, мы еще не осознаем полностью, что я делаю. Во-вторых, мы не понимаем, что мы читаем. Мы не осознаем, когда мы сказали Аллаху Акбар, Аллах велик. Мы этого не понимаем. Да, мы знаем перевод, но мы не вникаем в смысл. То, что после этих слов мы должны все оставить. Все. Полностью подчиниться Аллаху. Из-за этого все возвращается к нам. И вот здесь мы тоже должны посмотреть, как я совершаю самое драгоценное для меня поклонение. Мое, которое больше никому не надо. Из этого мы должны держаться крепко, ценить, усовершенствовать нашу молитву. И, конечно же, просить у Аллаха, чтобы Он дал нам сладость поклонения. А в большинстве случаев, как случается? Опять же время намаза, опять надо эти дела оставлять, намаз совершать. То есть, как мы это делаем? Или же ночной намаз. Опять же, мне же намаз надо прочитать, я совсем забыл. То есть, видите, наше отношение какое. А наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь к Билялю, что говорил? Биляль, скажи азан, дай нам возможность отдохнуть от этой дуньи. То есть, они жили от намаза к намазу, и между намазами совершали какие-то дела. А у нас все наоборот. Мы совершаем дела, и от дела к делу совершаем намаз. В каком качестве? Как это мы делаем? Непонятно. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Баль ту'фируна аль-хаята ад-дунья». Но нет, вы отдаете предпочтение мирской жизни, ставя ее превыше последней жизни из-за вашей выгоды от средств к существованию и прибыли. «Валь-ахирату хайру ва абака». Хотя последняя жизнь лучше и дольше. Давайте посмотрим на эти аяты. Если спросить у каждого из нас, любишь ли ты Аллаха? Человек скажет: да, люблю. Желаешь ли ты попасть в рай? Да, конечно.
А давайте сейчас сравним. Вот когда человек полюбил какую-нибудь девушку, ради нее он готов на все, потому что он ее видел, он ее узнал. А смотрите, задайте сейчас себе вопрос. Рай, которому мы так желаем, к которому мы так стремимся, насколько мы знаем описание рая? Что мы знаем про этот рай? Я уверен, пусть будет не 90%, но 70%, мы даже минуту не сможем говорить про рай. А как мы будем к нему стремиться? Как мы будем к нему желать? А вот этот мир, который вокруг нас, да, мы желаем его. Почему? А потому что мы его каждый день видим. Мы стремимся получить наслаждение этого мира и забываем про вечное наслаждение, которое лучше и дольше. Если вспомнить хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, когда Аллах, создав рай, показал его Джибриилю, Джибрииль что сказал? Я думаю, то, что все сюда захотят попасть. И тогда Аллах субханаху ва тааля вокруг рая что сделал? Препятствие. И также, когда Аллах субханаху ва тааля создал ад и показал его Джибриилю, то Джибрииль говорит: «Валлахи, говорит, сюда, говорит, никто не захочет попасть». И тогда Аллах субханаху ва тааля сделал вокруг ада всякие искушения. И мы это все прекрасно знаем. Но вот эти чувства, страсть к наслаждению этим миром, который временный, мы его предпочитаем больше, чем к вечному, который лучше и дольше. Из-за этого каждый из нас должен, во-первых, осознать, понять, куда он стремится. Хотя бы какое описание рая и от чего он должен опасаться. Описание ада он тоже должен изучить. И дальше Аллах субханаху ва тааля говорит: «Инна хаза лафи ссухуфил ула сухуфи Ибрахима ва Муса». Аллах субханаху ва тааля говорит: воистину это записано в первых свитках Ибрахима и Мусы. То есть здесь Аллах субханаху ва тааля что говорит? То, что заповеди, которые были в свитках Ибрахима и Мусы, алейхиссалям, то они и сейчас есть в Коране. То, что от первого пророка до последнего каждый из них призывал к поклонению и подчинению единственному Господу, подчиняться Его приказам и остерегаться Его запретов. Кто-то может сказать: ну я же не совершаю грехов. Альхамдулилля. Благодари за это Аллаха. Восхваляй Аллаха. И старайся больше совершать благих дел. И скоро, иншаллах, наступит месяц Рамадан. Почему Аллах субханаху ва тааля выделил один месяц в году? Для чего? Чтобы мы
показали себе, доказали то, что вот же, в этот месяц ты можешь и Коран прочитать полностью, и молиться, выставить молитвы ночные, и на молитву ходить в мечеть. Ты можешь. А в остальные месяца нет, что ли? Нет. Просто мы себя так успокаиваем. То, что вот сейчас я возьму вот эту дистанцию, марафон, полностью выложусь, а потом все, буду отдыхать. Нет. Посмотрите на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Посмотрите на сахабов. Неужели они месяц поклонялись и потом 11 месяцев отдыхали? Нет. Они стремились, трудились, желали довольства Аллаха. А сегодня наши жизненные приоритеты, ценности совсем отличаются. Из-за этого давайте друг другу помогать, напоминать, показывать, делать наставления, как языком, так и делами. Если мы вместе будем стараться помогать друг другу, то нашему злейшему врагу придется тяжело. И иншаллах, как Аллах собрал нас здесь, в своем доме, также Он соберет нас в раю. Но если же мы будем ставить другие приоритеты, и когда у брата какие-то есть проблемы, мы наоборот будем радоваться этому. Или же наоборот, когда он достиг какого-то успеха, мы будем завидовать ему, то тогда Аллах Субханаху ва Тааля может нас заменить лучшими. Если посмотреть в историю, если посмотреть на рассказы, которые приводятся в Коране, сколько было народов, какими они были, но где они сейчас? И как мы их вспоминаем? Из-за этого давайте стараться время, которое у нас есть, ценить и, конечно же, обращаться к Аллаху, чтобы Он нас укрепил, принял наше поклонение и ввел в райские сады Фирдаус. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله